Расскажи про непредвиденные ситуации, что случается у вас интересного во время тура. Например, вот вчера, сегодня точнее, мы в Янауле, вчера нам позвонили, сказали: ребята, мы забираем ДК под другое мероприятие, которое посвящено 80-летию Великой Победы. А если мы поменяем Дом культуры, какая гарантия, что все зрители не убегут? Янаул — это синоним Янаул — это приключений. Вроде как бы уже все четко, все на месте, мы приехали, вроде все должно быть. Даже 380 вольт оказалось, что есть, все классно. Но в результате выяснилось, что посадочных мест всего 160 сегодня. При этом продано там за 200 билетов уже. Мы просто не понимаем, что делать. За 30 минут до приема пищи и на ночь или по 2 таблетки 2 раза в сутки, блядь, я вообще пью вообще по-другому. По одной, наверное, 4 раза в сутки с ума сошли, что ли. Всем привет, мы сегодня в Янауле. Мы приехали поздно ночью, это было в 4 утра, наверное. И где-то в 6 я только, наверное, уснул. Кстати, когда приехал, я сходил в душ и вот, решил помыться полностью. А сегодня с утра сказали, что нет воды, все. Кто-то не успел, и надо греть тазик. Сейчас время 2 часа, сейчас нужно пойти позавтракать. Хорошо, пошли, чай попьем, кофе попьем. Срочно еще будет саундчек. Я буду в каждый барабан бить по его велению. Что-нибудь поиграй, какую-нибудь фигню. И скажет окей, либо полный отстой. Его зовут Даня. Карпей фамилия, прозвище Карп от фамилии Карпеев. Карп. Поэтому добрый человек, очень хороший профессионал своего дела, но, к сожалению, он устал от этой работы, хочет уйти. Но я очень надеюсь, что он отдохнет и передумает, потому что с ним классно работать. Во время концерта у нас свой рэковый пульт, который управляется только дистанционно. Ну, здесь целый блок барабанов, здесь блок инструментов, блок вокала, эффекты. Это все уже собранная группа для управления концертом. Мы уже 2 года с ним работали, и у нас есть своя система знаков, где мы можем поменять, как бы понимать друг друга на расстоянии. Можешь показать, рассказать какие-нибудь из них? Ну, если Марат показывает, то сразу я понимаю, что ему нужно больше микрофона именно в ухо. Если он показывает типа выше вниз, то есть в напольные мониторы. Бывает то, что, как мы обозначаем плейбэк, это когда как, то есть обычно так и типа вверх-вниз, то есть это как бы аранжировка. Бывает такое, что колонки фонят? Да, всегда бывает. Из-за чего такое бывает? Ну, это... Да, все из-за того, что звука Все, это его любимая ролевая игра. Извините, мадемуазель. Он начинает переодеваться и изображаемся Пугачевой. И регистратор еще. Посмотри сюда. Он то поет «Земля в иллюминаторе». Блин, ты был бы красивый, тетенький. Я же с ним живу, у него стринги женские. Говори. Как администратор я простраиваю тур. То есть мне, грубо говоря, у меня есть в голове список, куда я хочу поехать, куда хочу поставить концерт Марата Яруллина. Я созваниваюсь с директорами этих дом культур, то есть клубов, городов целых. И с ними договариваюсь о проведении концерта, там, грубо говоря, 2 мая, 3, и так составляю список небольшой. А после этого я как администратор делаю так, чтобы на этих местах были билеты, афиши.
на экранах реклама, там радио, не радио, советы Марату, вот, ну, вместе это мы все делаем. Потом простраивал логистический момент, то, что как мы поедем, где будем ночевать, где мои ребята будут кушать, заранее я продумывал этот момент. А как руководитель группы я уже, грубо говоря, если это 2 разных человека было бы, администратор, я от себя уже беру, логистику, грубо говоря, мои ребята там будут ночевать, и уже как руководитель группы я распределяю, кто с кем спит. Кассир сказал, проще всего сделать это будет свободный вход, и там просто люди заходили, и знаешь, как в клубе, ну, группа, понял? Такая хуйня. Некоторые недовольны были, я говорю, давайте деньги верну, они такие, не, я нулевой ряд создал стульями. Ладно. Ну, они все знают, ты сделал все, что мог. Да, они все знают, что... Они все знают из-за того ДК, что День Победы, но тоже ничего не сделаешь. Ну да. Они просто хафыты из... Ну, Все люди там уже как родственники стали, все такие, ну, мы знаем, хорошо, что приехали вообще угорать. И на том спасибо. Прошлый тур у нас назывался «Яшлик Туренда», про молодость. Яшлик — это как бы это история о том, как когда ты молодой, нужно идти и стремиться к своим целям, как бы, да, и добиваться их. То, что все возможно по молодости, как бы, да, особенно, точнее, в молодости. В этом году я рассказываю о том, о наболевшем, так скажем, и причем это беспокоит больше не меня, а почему-то посторонних, потому что я не женат, и я решил об этом рассказать, почему я не женат, как бы, да, до сих пор. Хочу ли я жениться? Ты хочешь жениться? Я думаю, что да. Стоп, егитлер. Маратны ништетесиң инде, Марат? Первый тур он назывался такой, он был больше ознакомительный. Вначале у него не было названия, потом мы просто рандомно назвали его, мы назвали его в честь трека, который стрельнул на тот момент. Это была песня Сагнерса. Про Сагнерса. Почему-то Сагнерса. Не знаю. Будешь скучать. Сагынырсың әле, сагынырсың, ялгышыңны үзең танырсың, бергә булган матур тормышларыны кире кайтарырдай буларсың. Сейчас скажу Тукран. Тукран! Я даже не знаю, я все подряд, вообще все. Я водитель, я охранник около сцены, все вот эти дела, помощник, 5-е, 10-е. Если надо будет, салат могу сделать. Ну, во-первых, я историк. Я пограничник. Вы имеете дело с фотографом. Я экономический факультет заканчивал. Мне нужен движ, нужно вот это движение туда-сюда. Вот. Поэтому я здесь. Здесь весело, здесь движение. Постоянно что-то новое, постоянно кто-то новый тебя окружает. Это все. Каждый день новый день. Это на самом деле очень серьезная школа жизни, тур. Работа с людьми, она очень тяжелая. Вы встречаетесь дебют мой, а? Не было такого? Кора шакра, иди сюда, кора, не шли. Каждый разберемся, Али, что за дела вообще? Вот, и в принципе, это, наверное, очень классно. То есть, да, тяжело, да, где-то какие-то моменты бывают спорные, какие-то вот, друг от друга бывает устаем. Лошади вытаскивать? Да. Зачем мою лошадь заснул головой в ведро? Какое ведро? Не знаю. Как где ведро? Я не хотел, я даже не видел. А я этого не видел, да? Я тебе больше скажу. Не могла она там быть. Банку пива видишь? Я ее выбросил после того, как лошадей принес, когда тебе засунули ее туда. Кто мог это сделать? Да. Вот. Но это все, оно все вознаграждается, скажем так. Плюнула, мог бы и не говорить, что ты гей, что на тебя смотреть не нужно. Ладно, нас хоть...
называется, вот поддержка называется, родственная, вот. Родственная. А я ищу тебе сосиску в тесте. Но самое тяжелое в туре – это переезды между точками. Это дальняя дорога, это разгрузка, погрузка всего остального. То есть у нас даже вот вся сцена, все, что здесь есть, это мы приезжаем, собираем, разбираем, пакуем, распаковываем. И так каждый день, каждый концерт. В туре мы, кстати, толстеем. Из-за того, что, беспорядочная пища. Мы толстеем. Да, вот. Ренат, как настоящий гурман, он в каждом месте любит, сосиску в тесте. Конфликты в каждой команде бывают, между людьми все-таки. Кто-то кому-то там неправильно улыбнулся туда-сюда, бывает, ругаемся, но... Тот вот сейчас вот из-за этого, что он хотя он сейчас с ним будет пускать. Когда купит дебиль. Да, нет, это было не подстава, это было правда на самом деле. Реально девушка вышла и позвала своего парня и решила сделать предложение. Я думаю, ничего себе. Это видео, кстати, очень сильно расфорсилось. Я недавно вот на казанском концерте очень сильно упал на треке «Буйдак». Просто размотался. Первые ряды я смотрю я выхожу, просто орут со смеху. Интересных моментов очень много на самом деле на концерте. Особенно это происходит, когда там выходят люди, действительно какая-то импровизация. Наш Маратик самый лучший, он танцует и поет, а когда ему пиздищет, даже шаурму сожрет. У меня один вопрос. Я когда вас в сауну звал? В сауну вы сказали приглашать или где? Нет, даже шаурму сожрет. Я думал в сауну. Я послышалось, оказывается. Салям, истинный мальчик. Карим. Карим, очень приятно. Вещаешь, Жузыгин? Сколько лет? 6. Отлично. Как тебе концерт? Хорошо. Нормально. Чем занимаешься? Сижу, смотрю. Ну, сиди, смотри, да, спасибо. Ты в сад ходишь, да? В садик ходишь? Нравится в садике? Есть девочка, которая тебе нравится в садике, есть? Есть, кажется. Полина. Полина? Она тебе нравится? Ты влюблен в нее? Нет, просто... Нет, просто мы дружим. Смотри. Когда вы поженитесь, вы позовете меня на свадьбу? Я вообще-то, по сути, вообще-то на Агнию буду. Что еще раз? Агния, я буду вообще-то жениться. Маршрут перестроен. Вот так вот. Так все просто, что ли? Быть артистом. Такое тоже случается. Я помню, и так просто больше не действует по-другому. Да, блин, по вашим дорогам вообще останавливаться и переносить машину через них. Позвоночник потеряется, о чем ты говоришь? Нет, потому что ты заезжаешь. А ты по диагонали заезжай, точно. Конечно. Вы руки помыли? Конечно. Ну все тогда. Кожанка, смотри, как. Конечно, да. Можно, пожалуйста? Идем? Вы в Казань не хотите поехать? Найдем, что он была. Нам пиздец, Люда. Да, поехали. На руках роликсы, но время тоже. Прошу береги, загоните мои позже. Твои руки, мои друзья, качают тамада. Все твои подруги думали, ты круче борода. Комментируйте ситуацию. Хорошая погода, хорошее начало дня, хороший сон, 5-часовой. Мы все умрем! Делай деньги, если хочешь жить красиво, лови бенги. Мои ноты, моя ксива, мы зависли. Расправляя наши крылья, делай флоу, не везло. Лови дала, била, делай деньги.
Монтаж оборудования тоже также зависит от настроения больше, наверное, и от степени усталости. От 2 до 4 часов. 12 голов лучевых RB Point. Вторые, соответственно, 6 приборов вошей. Используются как заливка, они диодные. Ну и по мелочи. Что-то типа LED-бара, LED-пара. Это разные приборы. Что они делают? LED-бар — это вон те бегучки, которые диодные тоже, диоды. Просто как декор работают. А LED-пар уже напрямую работает как освещение лица. То, что мне сейчас в лицо светит, примерно так же. Когда начинается песня, я в основном смотрю на экран, ну, либо по памяти вспоминаю, какая там картинка должна была быть. Соответственно, я выставляю заранее цвета. И то есть я уже настраиваю сами движения по скорости, по чему еще, по разбегу, по залу. Это все зависит от того, какой ритм у песни. Я очень хотел попасть на гитару, но мне сказали, ты очень маленький, гитара большая, поэтому вот тебе домра. Спасибо, дура. Я ходил на класс баяна, и меня отдали на баян, потому что, наоборот, был большим. Опять ничего не получается. И у них никого не было в музыкальной школе, они не набрали первоклассников на баян, и мне сказали, что я единственный, кто сможет его удержать и сможет на нем играть. И я хотел на гитару, но мама сказала, нет, баян это же круто, просто наш отец играет и на гитаре, и на баяне. Вот. Все это у нас было дома, то есть на чем заниматься имелось. И я его ненавидел, я не хотел ходить на него, потому что считал, что это такой колхозный инструмент. Нет, несомненно, фанатки есть. Бывают разные фанатки. Кто-то более скромный, кто-то более активный. Вот. Кто-то может аккуратно спросить тебя, можно сделать фотографию и подарить там подарочек, а кто-то может взять там, не знаю, обняться или схватить за какую-нибудь часть тела внезапно. И такое бывало. Ну, за ягодицу, например, бывал такой случай. Подожди, ну чё не давай ему, блядь, пока Чего у тебя опять с басуха, блядь, а? В общем, многие думают, что гитарист, да, это только гитара и его инструмент, да, вот именно гитара. Но на самом деле это еще и примочки, процессор, педалборд. Вот, например, у меня педалборд. Потому что звук нужно обрабатывать, и обрабатывать нужно красиво. Вот. Например, вот эта вот коробочка, это эмулятор кабинета. Усилителя гитарного, вот такая коробочка. Знаешь, наверное, да? Ну вот, электрогитара, это же электрический стенд, правильно? Вот, есть джек, вот, ты втыкаешь его в гитару, и он идет тебя куда-то, чтобы воспроизводить, соответственно, этот звук через звукосниматели. Вот, он эмулирует этот усилитель. Вот это вот примочка. Это ревер. Это он дает пространство. Например, можно сделать из сухого звука звук, будто бы ты, знаешь, где-то находишься, не знаю, в зале, на стадионе. Вот. Это дилей. Значит, если ты захочешь, например, повторить свой звук, но не с путем извлечения собственными руками, а эффектом. Вот, типа ты сыграл, и он у тебя будет повторяться. Так. Тун-тун-тун-тун. Вот, это примочка делает. А Ты одновременно можешь и эти кнопочки нажимать и играть на гитаре. Ну, все легко, координация. Типа вот ты играешь, типа, например, играешь типа так, партию на клине. А потом тебе нужно врубить дисторшн, типа делать джу-джу-джу-джу из гитары. Нажимаешь вот. И также выключу. Вот, здесь еще квакушка. Она делает ква-ква-ква из гитары. Вот, поиграешь. Если бы у меня был, конечно, звук, вы бы слышали, но его нету. Вот. И эта педаль очень тоже важная, это тюнер, потому что гитара должна быть в строю. Вот, я, например, играю струну. Вот здесь видно, настроена у меня струна или расстроена. Очень удобная вещь. Вот такие вот делишки. Наушники, которые я специально, они сделаны под меня, под мою пушную раковину. Вот так они залетают, вот так аккуратно складываются. Я потратил на них нормальное количество денег.
И вот смотри, ну блин, ну вообще, ну, обидно пипец. Это вторые, которые я уже угробил. Обидно, пипец. Вон, ребята китайские купили себе за 3-4 тысячи, до сих пор работают. Давайте, вы будете петь, а я танцевать. Дай, Сережка. Договорились, давай. Я запомнил всех, кто не поет. Аннары гардероб yanında basıp gider biliriz. Давай еще громче. И на сегодняшний день то, что как бы вот у него есть, то, что он имеет, достиг тех высот, это благодаря его труду, его настырности, как бы, да, там понятно, что да, там и с нашей стороны была, наверное, поддержка один поле не воин, как бы, да, там, но тем не менее он сам у нас такой вот, именно такой человек. Вот бывало, допустим, он записывает песню, я говорю: Марат, твои коллеги за это время уже записали целый альбом, а ты все там с одной песней и так далее. На что он мне отвечал: Минотавы, да, я согласен, они записали альбом, а я одну песню, но я зато какую. Стойку будет пополам сложил и ушел. Ну, нужно сколько денег, чтобы стойку. Нет, да. У нас все творческие, у нас, вот как даже Али говорит, я согласен с ним, что у нас у каждого свой мир, и каждый творческий человек у нас. Поэтому, и когда такие персонажи собрались, то не может быть спокойного, не знаю, тихого тура. У нас такая семья, у которого все, у каждого что-то кипит, горит, кому-то что надо, то, все, тролливали. А Газиз реально, он у нас работал много лет стриптизером. Он и на этом зарабатывал очень много денег. Он познакомился с Маратом очень странно. Если Марат рассказывал, Марат искал барабанщика. И как это было, Марат его позвал на собеседование к себе в квартиру. Типа, давай увидимся, чай попьем, просто чай попьем. И первое, что Газиз сказал, что можно я тебе схожу в ванну искупаюсь. И Марат разрешил, и Газиз купался у него 2 часа в ванной. Я в этой ванне сам не лежал, если честно. Пока на расслабоне, на чиле. В целом нас, считая команду РТС, это техническое обеспечение нашего концерта, звук, свет, экран, нас 12 человек ездит. Салават, он тот еще юморист. У нас Данила Карпеев, звукооператор наш. Ренат вообще тихий сам по себе. У него даже кликуха есть Крот. Ну это вот среди ребят. 2 брата Галимзянова, Наиль и Адель. Ренат, ну это Абэй. Это реально вот старший брат, который всегда где-нибудь мы вот разговариваем, он мимо проходит, он, что, чем помочь там, вот он такой. Любит поесть. Сосиски есть, помидор. У нас был момент, когда Ренат сел помидорку между песнями. Ну там вот, отдыхают же музыканты между. Он сел помидорку, ему выходит на сцену, у него помидорку в зубах. И мы все умерли. Я так скажу, что Ралина, вообще ее сложно как-то разговорить, но она может поддержать тему. Но, как и любая девушка, она очень ранима. Легко можно обидеть. То есть нужен определенный подход. Лейсян, не знаю, она вот, я ее недавно только дал определение, кстати. Бывает
такое слово, как Ляйсян МГР. Ляйсян МГР это, ну, такой летний дождь, который длится ровно 2 минуты, вот сильный-сильный дождь, вот после себя, который оставляет такой прекрасный аромат природы летом. И вроде как и дождь был, но все прекрасно. Вот она вот такая реально. Она вот ходит, улыбается, всем помогает, и она такая душка. Мы многофункциональные фиксики такие, дюймовочки бегают. Я интерпретирую так, я делаю все то же, что и дома, просто мне за это платят. То есть, как бы, ну, мы приезжаем на площадку, мы разбираем чехлы Марата свои. Я отглаживаю вещи Марата. Вот, потом свои, конечно, не забываем про себя тоже. Вот. Ну, в целом, как бы, ничего трудного нет. Просто помогаем Марату переодеваться во время номеров. У нас есть стилист Софья, вот. Она заранее нам скидывает наши костюмы, и потом мы с ней вместе идем на примерку, вот. Что-то подшиваем, что-то красим, вот. Всем этим занимается Софья, мы просто примеряем это на себя. Кто у нас? Али остался. Али темпераментный москвич. Да, он из Москвы. Ну и Марат, руководитель, наш шеф. Он веселый. Сегодня у меня Шагутова, сегодня 81-й концерт. Я забил кальян, раскуриваюсь перед концертом. Отзывчивый, добрый. Всегда в моей гримерке вот такая история. Я никогда их не зову. Почему-то всегда в моей гримерке лишние. Всегда готов помочь. Они меня иногда. Всегда спрашивают, как дела у всех. Ненужные люди, которые на концерт не зовут. Марат, между прочим, самый настоящий спец забывальщик. Все, что угодно, все, что можно забыть, он забудет. Все, что и не можно, тоже забудет. Это правда. Это неправда. Было потеряно миллиард наушников, AirPods всяких вот этих часов и так далее, и тому подобное, заряды, кроссовок и там рубашек и всего остального. Вообще чистый Иван. Нет слов, одни эмоции. Зеленый концерт это закрытие сезона, ну, закрытие тура, так скажем. Зеленый концерт, он считается крайним концертом в туре. И на этом концерте обычно немножко участники, да, концерта хулиганят. Мы сегодня сбреем его шевелюру нефорскую. Ну, устраивают между собой какие-то непредвиденные ситуации, которые не влияют на качество концерта, как бы, но преподносят какой-то для друг друга сюрприз и для друг друга, и для зрителей, как бы. Гримерный, да, Ренат Яруле! Че так поздно пришел? Я спал, мы рэперы спим, брат, без этого базара. Какие батарейки попрошу? Синие. Батарейки Правильный концерт нашего тура. Это вот Курай. А вот это Баян. Познакомься, это Baby T. ББТ. ББТ. Как меня бабушки называют? Это, короче, молодой уфимский рэпер. Вот, очень талантливый, очень перспективный. Вот. Мне, если честно, даже немножко нравится его одна песня. Вот, как вот это. Ты их всех знаешь. Че ты? У тебя 3 всего трека. Вот этот мне нравится. Уфтанма. Пошел налево. Красивая, хорошая. Короче, сегодня Baby T с нами будет выступать. Мы будем петь нашу легендарную песню «Ее улыбка» про самых красивых татарочек и башкирочек. У меня самые лучшие, самые добрые, самые классные, самые любимые мой зритель. Я безмерно благодарен за все. Вот, не было бы их, не было бы ничего этого.
Концерт Марата Яруллина — это каждый раз потрясающее шоу, безудержные танцы, веселье, просто бешеная энергетика. Нам очень понравилось, мы очень любим Марата Яруллина. Весь концерт просто стояли, потому что было безумно весело. Шын көңілден бүгін ел еттік. Өзіміздің көңілімізге тыныштық болдық, шында келіп, рахаттанып ел еттік. Марат, біз сені яратамыз. Марат, я верю в тебя, у тебя все получится. Ты настоящий, искренний, крутой. Желаю тебе успеха. Марат, мы тебя очень любим! Сегодня 85-й концерт нашего тура. Мы завершаем наш тур «Буйдак» и будем готовиться к новому сезону. Вот. Немножко грустно, но с одной стороны, что грустить? Впереди новый тур, впереди новые песни. Будем сегодня бомбить. Сегодня здесь самые близкие, самые родные здесь рядом. Все хорошо.